Тбилиси 19 часов. Информационная служба Первого Кавказского начинает работу в прямом эфире. С новостями к этому часу вас ознакомит Артем Кабаджан. Добрый вечер. Признать действия Российской империи в конце 19-го, начале 20-х веков геноцидом черкесского народа. С такой просьбой к парламенту Грузии обратились авторы обращения. Они требуют объявить 21 мая днем геноцида черкесов. Участники также выступили против проведения Сочинской Олимпиады. Именно в этом городе, на Красной Поляне, 21 мая 1864 года русские войска отмечали конец войны с черкесами. А Олимпийская деревня будет построена в местах массовых захоронений жертв. Геноцид является не проблемой одного грузинского или черкесского народа. Это гуманитарная проблема, и надеемся, что другие нации мира тоже последуют за Грузией. Эти обращения касаются конкретных вопросов. Наиболее важное из них признание геноцида черкесского народа и чеченского народа со стороны российской колониальной политики. Это протест против проведения Олимпиады в Сочи, на территории, где произошел геноцид, и есть другие вопросы. С аналогичной просьбой к парламенту обратились и представители чеченского народа. Участники конференции «Черкесы и народы Северного Кавказа между прошлым и будущим» уверены, что в случае признания Грузии факта геноцида северокавказских народов ее примеру последуют и другие страны. В мероприятии приняли участие делегаты, прибывшие в Тбилиси из Германии, Франции и Норвегии. Историческая действительность говорит о том, что на протяжении 2 веков в отношении северокавказского народа проводился геноцид. И мы считаем, что давным-давно пора уже этого признать. В России это не модно, в России это не принято, в России стесняются этого слова, боятся этого слова, ненавидят этого слова. Мы хотим, чтобы это слово стало для них привычным, потому что для нас это стало действительностью. Если грузинский парламент примет такое постановление насчет геноцида черкесского народа, насчет геноцида чеченского народа, я считаю, что парламент потом должен обратиться и к другим парламентам. Так что не только те люди, которые обратились к грузинскому парламенту, а и грузинский парламент сам по себе обратиться к другим парламентам, чтобы там началось рассмотрение этих вопросов.